Здравствуй, уважаемый зритель! Вы на канале Таро Кошкин дом. Для личных консультаций все контакты под видео или в шапке канала в строке о канале. Консультации на любую сферу жизни, а также диагностика магического воздействия. Ну а теперь прогноз. Напоминаю, данное видео это общий прогноз. Общий. Для кого-то он проиграется, для кого-то частично, а кому-то не откликнется вовсе. Итак, смотрим события для знака зодиака Телец на период с 1 по 10 мая. Но прежде всего, поздравляю всех вас с вашим днем рождения. Желаю добра, здоровья и благополучия. Счастья вам. Ну, а теперь смотрим. У нас в работе будет 3 колоды. На первой мы посмотрим главные события этого периода. На второй – личная жизнь. И на третьей мы просмотрим работу и финансы. Так, главное событие в период с 1 по 10 мая. Так. Личная жизнь. Личная жизнь будет 3 позиции. Для одиноких в данный момент. Для людей, находящихся в браке. И для тех, у кого есть пара, но не в официальном браке находятся люди. Так. Третья колода. Смотрим работу. Итак, первая позиция. Для тех, кто не работает, но в поисках работы. Вторая позиция. Для тех, кто работает. Какова у вас обстановка на работе? И для третьих, у кого есть свой бизнес. Или самозанятые. Ну и последняя позиция – финансы. Итак, открываем. Ну, смотрите. Конфликт возможен в любой ситуации, будь то семья, дом, быт, работа, да что угодно. Где бы как ни складывались обстоятельства, вы из них выйдете победителем. Знаете, даже где-то, если вы будете неправы, что-то вы натворили, или наоборот, вы будете полностью где-то правы в какой-то ситуации, в каком-то моменте, и вы тоже будете победителем. В общем, как бы что ни сложилось у вас, все козыри останутся, и вы будете победителем этой ситуации. Ну что ж, в день рождения это прекрасная карта, прекрасная ситуация. Идем дальше, смотрим личную жизнь. Для людей, которые находятся в данный момент одиноки, не в паре. У вас здесь вырисовывается знакомство, новое знакомство и очень даже неожиданно. Встретится человек. Знаете, не обязательно партнер, это может быть и подруга, знакомый в дальнейшем, добрый приятель, человек, с которым вы будете легко и доверительно общаться. Вам будет очень комфортно с ним. Сможете обсуждать разные темы. Возможно, это даже касается каких-то хобби. Но в любом случае, с этим человеком вам будет тепло и здорово. Отличное, теплое, доверительное отношение. Дальше у нас ситуация для тех, кто находится в браке. Угу. Ну, возьмем как из вариантов для тех, кто, возможно, находится в бракоразводном процессе, обсуждаете какие-то
детали развода, возможно, какое-то делите недвижимость, имущество, детей, да что угодно. Но обстоятельства складываются так, что все, что вы требуете, вы получите. Суд примет вашу сторону. Понимаете, вы вот все, что хотите, вы и получите. Так, дальше. А для тех, кто в браке? У вас складывается ситуация, при которой вам придется принять решение, от которого будет зависеть дальнейшие отношения в семье. От того, какое вы примете решение. Но это, знаете, может быть не обязательно именно в плане личных отношений. Возможно, по поводу финансов, по поводу продажи или покупки недвижимости. Да все что угодно. За вами будет слово. Вот вам придется принимать важное решение. Ну, а для кого-то проиграется необходимость какого-то переезда, смены обстановки. Знаете, вот действительно необходимость. Так что в добрый путь. Ну и третья ситуация для лиц, которые находятся в паре, но не в официальном браке. Но здесь я вижу довольно длительные отношения, которые длятся уже долгое время. И вас это уже тяготит. Тяготит, и вы сидите и раздумываете, продолжать их или оборвать, выйти из этих отношений. Но никак не можете определиться. Ну, знаете, что я вам скажу? Вот само решение придет к вам очень внезапно, неожиданно. И вы примете все-таки окончательное решение. Да, я здесь подчеркиваю, что решение придет к вам внезапно. Ну, желаю удачи. Так, следующая позиция у нас – работа. Итак, для тех, кто в поиске работы. Но знаете, такое впечатление, что вы-то и не очень хотите найти эту работу. Хотя, зная такой вот вид для домашних, что вы в поисках весь такой деловой, занятой, ищу. Ну вот не могу найти, что делать. Ну, в данной ситуации я вижу, что вас это вполне устраивает. Ну, наверное, должен какой-то период пройти, чтобы вы вновь смогли почувствовать, что вам это нужно работать. Так, для тех, кто реально ищет работу, тоже сложности, тоже сложно найти ее. Ищем. Но здесь я вижу, люди ищут, скорее всего, это или психологи, или врачи, преподаватели. Но вам, знаете, очень важно, чтобы работа вам доставляла удовольствие, радость. Приходить на работу, отдаваться ей и в то же время получать хорошие деньги за это. Но пока вот, к сожалению, еще ничего не предвидится. Именно в этот период. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Успехов! Так, следующая позиция – это тех, кто имеет работу. Ну, знаете, вот тут тоже как бы не очень веселая ситуация. Все замерло, какая-то неопределенность, страшно вам, боязно, напряжение, в то же время разочарование. Вы знаете, вот вы чего-то плохого ждете, как будто сидите и ждете, вот сейчас что-то случится, что-то произойдет. Но на самом деле вы нагоняете на себя страх. Все нормально, не волнуйтесь. Работа есть у вас, и вы ее не потеряете. Ну, знаете, здесь еще у вас на работе муссируются какие-то слухи, сплетни, кто-то что-то сказал, кто-то что-то услышал. Вот, возможно, сокращение, возможно, увольнение. Но я этого здесь не вижу. Все довольно спокойно и никаких плохих предзнаменований нет. Так, третья позиция. Для людей, у которых свой бизнес или самозанятые. Ну вот, вам тоже здесь нелегко. Приходится всю энергию проявлять, все свои силы мобилизовать в поисках выхода из сложившейся ситуации. Да, нужно искать новое, что-то новое, новые выходы, новые решения. Возможно, вообще как-то перепрофилироваться. Знаете, такое впечатление, что вам кто-то поможет. Возможно, даже посторонняя помощь. Где-то что-то услышали, кто-то что-то сказал, кто-то что-то предложил, и вы сможете этим воспользоваться. Вот применив всю свою энергию, все свои силы, мобилизовав. Тогда складывается довольно радужная перспектива. Хотя на первый взгляд кажется все очень сложно. Но здесь нужно побороться. Справитесь.
И последняя у нас позиция – это финансы. Финансы. Но знаете, денежного дождя мы здесь не видим пока что. Но карты показывают, вот тот, кто работает, не работает, в общем, вся ваша деятельность, чем бы вы ни занимались, если она в рамках закона, все благополучно. Если вы ввязываетесь в какую-то аферу, где будет конфликт с правоохранительными органами, последствия для вас будут разрушительны. Так что подумайте. Денег вам не дают, но и предупреждают о большой опасности. Я думаю, это тоже стоит к этому прислушаться. Ну вот, таким был прогноз для вас. Пишите свои комментарии, пожелания. Мне будет очень интересно их почитать. И до новых встреч!